Так, мои дорогие, добрый день. Дарья Михайловна, с вами снова Лейла. Друзья, это тот же день, но ролик, который я сняла до этого, наверное, вы уже или посмотрели, или должны посмотреть, не знаю. Но у меня продолжение сегодняшнего дня. Для вас получится вчерашний. Значит так, этот заказ я отправила, о нем не буду говорить. Следующий заказ я подготовила, вот видите, фарш для котлет, фарш для голубцов. Подготовила, замариновала курочку, намазала всякими специями. Замариновала сначала в уксусе. Теперь, прежде чем все это буду делать, и обедом покормила своих, быстро сварила манты. У меня были замороженные манты, эти, манты с бараниной. Чтобы мне не заморачиваться, быстро их отварила. И пообедали. Подоила корову, покормила теленка. Вот такие вот дела, друзья. Моя дочка меня точно запахала. Весы все-таки сломаны. Хочу взвешивать котлеты, чтобы они были более-менее одинаковые. Все. Так, руки мыты, но просто сполосну. Так, друзья, я буду разговаривать и делать котлеты. У меня фарш я добавила, значит, 3 картофелин таких средних, 3 картофелины, 4-5 половиночек хлеба, кусочка. Так, 110 грамм, она сказала, позвонила Танзиле, чтобы узнать, какие она делает котлеты. И что у меня тут? Такие 3 хорошие, здоровые луковицы. Ну и все специи, какие. Перец, черный перец, красный перец и соль. Все, больше ничего. Все. Так, если замораживать, то в муке обваливать не надо. Наверное, а не надо, потому что я в тот раз, когда замораживала, не обваливала в муке, обваливала при жарке. Так, и, друзья, за это время мне уже позвонили и сказали, что, ну, не мне, а моей дочери позвонили, что котлеты им понравились. Фу, котлеты, видите, как путались. Ну, не ту, которую я отправляла, жареную курочку, манты и салатик, сказали, что понравилось очень. Так что я спокойна. Я, если честно, всегда переживаю, когда что-то вот так вот готовлю, не для себя. Даже вот когда работала в кафе, я переживала, что скажут, что могут сказать, что невкусно. Вот так вот, вот такой вот формы. Пока я отключусь, а потом покажу дальше, что я буду делать. Вот такой вот насыщенный день у меня сегодня, мои друзья. Так, котлеты мы сделали. Теперь очередь до курицы. Ты мне тут не улыбайся. Так, давай я выйду. Ну, выходи. Так, ждала, да? Сноха моя пришла домой. Не попадаю? Нет, не попадаешь. Могу руки показать, если что. Твои руки они и так видели. Не хочет попадать в кадр. Так, такие пачкаю фольгу. Опять, друзья, опаздываю, если честно, но не знаю, торопиться не буду, потому что устала очень сегодня. Намазываю я этой, короче, растительное масло и паприка. Не знаю, котлеты вряд ли заморозятся у меня, что будет. Завтра меня дома не будет целый день, так что, друзья, заказ это сделать завтра не сможет для меня. Ну, в смысле, я не смогу для Танзилы заказ сделать. Ну, вы знаете, хоть я и говорю, что для Танзилы, конечно, зарабатываю на этих заказах я. Просто, чтобы ее клиенты не пропали для нее, во-первых, во-вторых, они, говорят, не хотят постоянные такие клиенты у нее какие-то, что только у нее покупают. Ну, за 2 года она себе набила вот таких вот клиентов. Заработок, конечно, не мой. Вот так вот.
сноха приехала. Одни приезжают, другие уезжают. Сноха приехала, брат уехал. Все вот так вот бегают. Они долго не были дома. Поэтому хотят везде побывать у всех родственников, посидеть с ними, пообщаться. Потому что когда они приезжали на похоронах, на похороны они никуда не успели пойти. Ну, и не хотелось им. А общение на похоронах все-таки не то, как поехать в гости, посидеть, так расслабиться, поговорить. Видеть-то они всех видели и на свадьбе, и на похоронах, но в спешке это совсем не то. Родителей у моей снохи уже нет живых, к сожалению. Были очень хорошие люди. Мы очень дружили. Ходили тоже к ним в гости. Но, к сожалению, уже их с нами нет. У нее живут здесь 2 брата и 2 сестры. А один брат у Сони живет в Костроме. Да, так хорошо. Все прям хватило, как будто бы я знала, сколько надо. Так, яйцо отварила для салата, рис отварила для салата, друзья. Кто сказал, что я плохая хозяйка? Так. Сейчас быстренько поставлю в духовку курочку. Накрою фольгой, чтобы быстрее она у меня пропеклась. Так, я вам начала говорить, что завтра меня не будет дома. Завтра мы едем в гости, друзья, знакомиться с родителями невесты моей сестры. Помните, у меня племянник женился. Вот. Невеста, правда, ездила к своим, но как-то вот у нас говорят неофициально. А завтра мы едем уже официально. Сестра моя купила, говорит, я не видела, правда, завтра посмотрим, завтра соберемся. Кольцо для матери везут, для матери снохи, для свати своей. Так, подарки, угощения, всего-всего, короче, везут. Потом, по ходу, вам расскажу. Сейчас быстро прибежусь. И дальше буду делать заказы. И без очков не могу, и в очках не могу. Так, друзья, теперь будем делать голубцы. Значит, капусту я уже, видите, обработала. Удалила вот эти вот жесткие штучки. Вот в этот лоточек нужно положить 7 штук. Голубцов она мне говорит. Я когда-то вот так вот сдавала в магазине, если честно, еще в прошлом, позапрошлом, нет, в прошлом году, перед пандемией. Вот так вот. Так, если 7, то внизу будет 6 штук. Ой, 4 штуки, а наверху 3. Вот так вот. Курочка запекается. Котлетки морозятся. Вот, голубчики завернул. И будем делать салатики. Так, сноха моя со свекровью разговаривает, с моей мамой. Никуда мама не хочет отпускать сына. Во многие места ему надо было поехать, но хочет, чтобы он сидел рядом с ней. А он и слушается, сидит. Ладно, говорит, не поеду. Вчера куда-то собирался, ну, к родственникам каким-то нашим. Мама что-то там сказала, она говорит, ну ладно. Он говорит, ладно, не поеду я. Вот так вот. Сейчас я вам один лоточек просто покажу. Ну, не знаю, ничего нового я, конечно, не показываю, но кому интересно, чем я занимаюсь. И как мы делаем эти заморозки, заготовки. Так. Вот так вот.
Сюда я положу для красоты, но я вам потом покажу. Еще раз завяжу, потом подключусь. Так, друзья, сейчас я буду закладывать салат. Танзила, минуточку. Ничего, пускай идет камера. Смотри, сугроб, я во что буду его? У меня же нету посуды. Нет, контейнер у меня есть. Ну, квадратный, легко режу сок. Фольга без дизиков. А если длится, может, картонку сейчас вырежу, скажу. Ладно, давай. Так, друзья, у меня и съемка, и все вместе. Заказ, говорит, быстрый. Короче, сделала салат, все уже. Крабовый сделала. Картошка вон остужается. Сейчас буду накладывать сюда вот мой салат. 2 килограмма. Сейчас покажу вам потом. Сейчас на помощь Наху позову. Мотор. Алихан, ну пончики ты, конечно. Пончики уплетаешь за милую душу. Это не пончики. Это булочки. Это пончики. Пончики. У них дырки нет, значит, не пончики. Они обязательно. Так, эти двое со мной спорят. Это пончики, Дашка, пончики. Это не пончики. Там нет отверстия. Не обязательно. Придется переснимать, потому что я сейчас должен сказать одну шутку. Они уже полчаса Не у могу меня сказать спорят, а шутку. мне некогда. Так, друзья, заканчиваю почти весь свой заказ. Теперь мне нужно... Алихан, прекрати. Это мой племянник балуется. Маленький такой, 34 года только. Второму 28, подумаешь, мальчишки совсем. Ставьте лайки, подписывайтесь. Не забудьте ударить в колокольчик. Так, друзья, почти весь заказ у меня, короче, закончен. Теперь мне нужно отварить вот эту вот картошку. Не делала никогда, повторюсь, наверное, не знаю. Я уже этот дубль снимаю 3-й раз. Они мне не дают нормально снять. Кто жаловался, что я не приезжаю, теперь я не мешаю. Так, вот нужно натереть ее на вот такой бочерке и отварить до готовности в кипятке. Так, Танзила, по-моему, говорит. Яйцо я разрезала, вынула желток. Передавила. Армлат. Брат вызвал такси, тоже куда-то едет снова. Приехал и опять едет. Добавила в желток немножко чеснока, майонеза и наполнила опять эти половинки. Это и будет наш сугроб. Так, вода кипит. Теперь закину быстро в кипяток. И все. Так, друзья, и продолжаем дальше. Ушли мои мальчишки, шутили. Картошка еще не готова, но я буду делать дальше салат мой. Крабовый. Значит, я крабы, яйцо и огурчик нарезала вот таким вот мелким кубиком, но не ножом, а вот у меня есть такой аппарат, который всегда вот я вам показываю, лук, и все у меня режет, видите? И вот такие вот одинаковые, я сейчас поближе покажу, вот такие вот одинаковые кубики, красивые он режет. Теперь добавлю кукурузу и рис. Конечно, сегодня я как-то все это делаю быстро, на скорости, не показываю, что, куда и как. Но потом я вам потихонечку, когда буду делать для дома, скажу и покажу более-менее. Но хотя все эти салаты вы знаете. По-моему, слишком много я даже сделала, но ничего, дома поедим. Курочка тоже готова. Котлеты не знаю, еще заморозились или нет, но больше ждать не вариант. В таком не замороженном виде они их не везут. Так, там яйцо слева вареное. Ну, яйцо нет.
добавить. Так, друзья, вот у нас весь процесс такси уже на подходе. Короче, 2 сугроба, 2 килограмма, как он у меня называется, крабовый. Это курочка жареная, две вот таких вот, 2 лоточка голубцов. И нужны были, конечно, вот так вот в один лоток положить их, но из-за того, что они не успели заморозиться, вот в таком вот лотке котлеты. Конечно, это все получается накладно, но делать нечего. Вот так вот, друзья, сейчас быстро отправляю заказ, потихонечку. Не получилось у меня это все делать, так что, ну, по крайней мере, вы видите, чем я занимаюсь. Друзья, Мотор. добрый день. Дядя Халшин. Это новый день уже. Вчерашний кусочек вы уже, наверное, посмотрели. Теперь дальше продолжение. Так, друзья. Снимала, вернее, даже не снимала. Мне телефон настраивал племянник. Хотела снять получше, но мне не понравилось. И поэтому то, что было снято, я удалила и переснимаю заново. Просто я вам кусочек там впереди оставлю, как были запакованы, была вот эта запакована вот эта посуда. И расскажу, где я сегодня была. Друзья, сегодня новый день. Я продолжаю свой влог с другого дня уже. Вчерашние заказы я успела, отдала, все вовремя. И заказами моими были очень довольны, как Танзила моя звонит мне. Вернее, не звонит, а пишет на WhatsApp, что я не подвела ее. Это самое главное, правда, устала очень. Читала ваши комментарии, мне очень было приятно читать ваши комментарии к моему влогу вчерашнему. Большое вам спасибо. Если честно, да, я тоже вчера переживала и смеялась, когда вы мне писали, что переживали вместе со мной, успею ли я отдать вовремя заказ. Таким же образом я спешила и с вечерним заказом. Ну, тоже вроде бы успела. И тоже говорит Танзила, что ей что им понравился их заказ. Ну, то, что я приготовила. И все-таки я еще вчера со снохой своей сижу и говорю, все-таки уже возраст берет свое, друзья. Раньше, конечно, бы с этим заказом я намного быстрее бы справилась и не устала бы настолько, но возраст все-таки дает знать о своем. И вот так вот, но, скорее всего, это не мое. Она-то меня просит давно, мама, давай занимайся. Нет, друзья, это не для меня, я не могу. Ну, пока я ее немножко поддержу, буду делать как могу, но основной своей такой работой из этого я не сделаю. Просто чтобы заниматься такой вот работой для меня, например, может быть, в моем возрасте, лучше был тогда, если бы у меня не было хозяйства, если бы у меня была хотя бы дома еще одна женщина. А так, представляете, я вчера с утра и до вечера не мыла посуду, собирала ее в огромных тазиках, и уже потом только мы со снохой их перемыли ночью, потому что я бы не успевала просто. Во-первых, у меня еще здесь не устроена канализация, мы еще не сделали теплой воды, еще здесь нет. Разогревать воду, заносить воду, выносить воду. Это очень много труда все-таки. Вот представляете, в принципе, мы практически, кавказцы, всегда так жили раньше. И в мои времена даже у нас тоже не было такого. Не было ни канализации, не было и воды в доме горячей. Ну, какое-то время потом, конечно, проложили. И, ну, вот это все, вот я хочу что объяснить, вот эти вот дела все-таки усложняют мне жизнь, усложняют как бы время, я теряю больше, пока согрею воду, вымою, вылью эту воду, вынесу, прополоскать надо несколько раз посуду, и это, конечно, вот действительно во времени меня слишком много занимало, отнимало у меня много времени. Поэтому я, наверное, и не справлялась, если честно. Потом еще много в доме
мужчин, которых надо накормить, и маму, и маме, и приготовить, и все. Ну, вы сами понимаете, короче говоря, в огромной семье много чего нужно делать. Еще и хозяйство, а скоро, как мне писали, и огороды пойдут, поэтому вряд ли я не потяну. И всего, если даже хочу, всего не переделать. Поэтому легла уставшая вчера, и мне сегодня с утра, как видите, я на фоне такой красоты, ну, я вчера еще знала, что мне надо поехать. Мы были сегодня, друзья, ну, мы ездили с сестрой моей, нас было много. Сегодня официально, у нас, как говорится, официально возили невесту моей сестры к ее родителям. Ну, племянник мой, как вы многие знаете, женился еще в сентябре. Официально ее с ней знакомиться, вести ее к ее родителям, у моей сестры, ну, много чего было там, не получалось. Ну, где похороны, где что, короче говоря, никак не выходило у нее туда поехать, поэтому вот немножко подзадержались. Ну, у нас так тоже можно, не сразу иногда возят. Но сама девочка ездила уже, и несколько раз была, и у родителей оставалась, и все такое было. А теперь сегодня это говорится, мы что, вот поехали всей родней знакомиться с ее родней, как бы. Вот такой у нас обычай. У меня все как не ролик, так обычай получается, как-то автоматически, друзья. Я это не подстраиваю, ничего не делаю, но все переходит на это. И вот мы сегодня поехали. Нас было 6 человек. Я, моя сноха, ну, жена моего брата, младшая жена. Ну, должна была, конечно, поехать, может быть, не может быть, а если бы так мы знали точно, то поехала бы старшая сноха. Но она, когда мы договаривались, уже моя сестра думала, что они в четверг уже едут домой, улетают домой. Они так сказали, что до четверга только будут. А в субботу нам надо было ехать. И поэтому она предложила еще на свадьбе в то воскресенье младшей снохе поехать с ней, и поэтому она уже подготовилась. А когда узнали, что не едет наша старшая сноха домой пока, мы, конечно, ей предложили, но она отказалась. Она говорит, младшая уже, ну, короче, приготовилась, уже собралась, и неудобно, чтобы ее, ну, оставили дома. Короче, вот такое вот было соглашение, и старшая сноха дома осталась дома. Ну, они скоро уезжают, поэтому она еще вот разъезжает по своим родным. Сегодня поехала к своим сестрам. Вот такие вот дела. Короче, с моей сестрой поехали я, сношеница моей сестры, заловка моей сестры и сноха, короче, ее дилера. И, получается, моя сноха, короче, вот так вот. И моя сестра, нас было 6 человек. Приняли нас настолько, не знаю, хорошо. Накрыли такие шикарные столы, которые я в последнее время и не видела. Так было все. Ну вот буквально все. Единственное, что, может быть, птичьего молока там не было. А так было все. Что мясные блюда, что овощные блюда, что такие вот сладости, десерт. Чего только там не было, действительно. И осетрина, и красная икра. Ну, стол был действительно накрыт шикарно. Даже было неудобно, что они так много потратились, чтобы нас встретить. Мы очень хорошо посидели, как-то, знаете, еще оказалось, что мои односельчане, моего, ну, где мы раньше жили с мужем, получается, мои соседи моего мужа, давнишние еще, ну и мои, получается. И такие родственники, они нам тоже. Они были там все, мы как будто бы, знаете, встретились, давно не виделись. Как-то такая легкая обстановка получилась из-за того, что они меня знали, я их знала. И мы так посидели спокойно, не скованно, как будто бы вот уже 100 лет были знакомы. Очень хорошие, ну, у снохи нет отца, есть мама, и у нее, по-моему, 7 дядь даже. И дяди с нами подошли, познакомились, и с этой стороны, и с той стороны, и тети, и с обоих сторон тети. Короче, там было очень много людей нас встречало, такие приятные люди, такие, не знаю, мне действительно очень понравилось, не просто на камеру, не просто чтобы сказать, а действительно это были очень приятные люди. И мне сегодня как-то даже, вот я выехала, вроде бы посидели, поговорили, и как-то на душе стало тепло, тем более знакомые лица, которых я давно не видела, и по ихним
эмоциям мне было видно, что они тоже рады меня видеть, я была их рада видеть. Ну, конечно, еще там была жена друга моего мужа, тоже какие-то такие, ну, знаете, нахлынули воспоминания. Вот такие вот дела. У меня и радость, и все вместе, как всегда. Вот так вот мы сегодня провели свой, ну, день, сказать, не день. С утра я, конечно, здесь много чего переделала. Сноха еще утром уехала. До того, как поехать, как помните, я еще делала, не я, а мне Танзила делала люля-кебаб, замораживала, им запекла люля-кебаб в духовке, поставила готовить, они уже и пообедали. Вот так вот, друзья, вот видите, вот мы поехали туда, я специально стою у подарочка, вот когда мы вот так вот собираемся и едем первый раз, официально везем невесту к своим родителям, ну, там моя сестра повезла много чего, там очень много и фруктов, и соки, и сладости, и конфеты, и выпечка, все такое. Правда, я не видела, врать не буду, но она мне сказала, что повезла, просто у меня не получилось к ним поехать, потому что, вы знаете, вчера у меня было много заказов. И что еще? И матери невестки, снохи, мы обычно возим, не обычно, а все дарят кольцо, везут кольцо. Ну, она говорила, что кольцо купила дорогое, я точно не знаю, по какой цене, по-моему, с бриллиантиком точно. Ну, врать не буду, не знаю точно. Я как-то мы не успели с ней переговориться, потому что и поехали на разных машинах, и приехали на разных машинах. И я с ней не созванивалась пока, просто как зашла, думаю, сниму, потому что и племянник, и сын что-то, и сладости что-то захотели, и тортик захотели. Я им не разрешила, пока не покажу вам свои подарки. Вот такие вот дела, друзья, у нас. И мы, которые с ней были, ну, с моей сестрой, считайте, поехали знакомиться с ней, мы обычно несем денежку. Ну, так проще, как бы. А вот они нам вот такие вот подарки обратно дают, не знаю. Вот такая вот огромная корзина, как видите. Здесь и фрукты, и конфеты, и чай, и соки, и печенье, и всевозможные фрукты там внизу вот так вот засыпаны. Огромный тортик вот такой очень вкусный. Там я немножечко поела такой, поэтому знаю, что вкусный. Так, и видите, я распаковку делала, еще раз повторюсь, подарки были красиво запакованы, приклеен вот такой вот бантичек красивый. Но, к сожалению, распаковка мне не понравилась, как была снята, поэтому я удалила, и я еще раз повторюсь, я переснимаю второй раз. Вот так вот. И подарили мне вот такие вот две вазы, видите? Вот. Одинаковые две вазы, вот они, очень красивые, мне нравится такая посуда. Вот. Буду понемножечку докупать к этой посуде. Здесь, ну, с этой посуды есть еще много чего, много вариантов. Но теперь буду потихоньку докупать посуду, потому что, вы знаете, друзья, у меня было очень много посуды, но столько она и билась, и разбивалась, и куда-то по свадьбам разносили, то ручка отвалится, то ножка отвалится. Короче, посуду мне уже надо по новой собирать.